Кто у вас бабушка, значит? Бабушка у меня Жансарана Фунсек, она мне дважды ордена носит. У нее орден Трудового Знамени и орден Знак Почета. И еще она ездила на ВДНХ, у нее есть серебряный орден за заслуги перед народным хозяйством, или это что-то такое вот. Вот, я бы сказала, что она, наверное, большего достигла, чем я. А откуда балетные гены? Я единственная и первая, наверное, из всего нашего рода, со стороны папы, со стороны мамы, никого не было вообще в творчестве и в культуре. Интересно, а откуда у вас это взялось? Я даже не знаю. Вот бабушка у меня была, считайте, она занималась вот трудом досельским, она дояркой была. Мама у меня воспитателем в детском саду. Папа у меня вообще работал в Тынде, я сама из Тынды же ведь. То есть как бы, ну, он у меня работал бурильщиком, то есть они бурили там в Тынде. И тетя у меня научный сотрудник, а брат с сестрой, они у меня медицинское закончили. То есть вообще никого, наверное, нет. Может быть, кто-то в душе, может, хотел об этом, мечтал, но не занялся. А вот то, что танцевать, я не знаю. Мне больше нравилось рисовать в детстве. Рисовать, лепить, вот это, наверное, все творческое, оно и вылилось, может быть, в искусство, все это взаимосвязано же. Когда ты любишь музыку, когда ты любишь живопись, когда ты любишь красивое, что-то изящное, то, наверное, танец тоже неотъемлемая часть этого всего. Вот и все. А вы сами пришли, наверное, в хореографическое училище? Вас, наверное, не заставляли, да? Я вот к своему стыду хотела бы сказать, что я в Тынде, у нас там не было балета, и у нас нету там театров в Тынде, и я даже не знала, что такое балет, может быть, я смотрела по телевизору. В детстве я ходила в танцевальный кружок, но я не уделяла этому внимания, больше мне больше нравилось рисовать, читать, вот. Я ходила в художественную школу, музыкальную, а к танцам как-то относилась, ну так, посредственно, больше нравилось бегать, прыгать, там, я не знаю, заниматься какими-то такими вещами, которые связаны были со спортом, с легкой атлетикой, можно сказать. И как-то раз тетя предложила моим родителям отвезти меня в балетное училище в Бурятию, потому что она сказала, такой живой ребенок, нужно куда-то девать энергию, отдайте в балетное училище. Меня сюда привезли, я сразу же прошла 3 тура автоматически. Петр Тимофеевич, он даже сразу сказал с первого тура, что меня берет, Петр Тимофеевич Башеев. Вот, я когда сюда приехала, меня поселили в общежитии, как иногородние, и я первый раз сходила на балет. И когда нас повели детей, интернатовские, как мы назывались, интернатовских повели в театр на балет, я смотрела первый балет на «Лебединое озеро», тогда танцевала Екатерина Самбуева. И я помню, так рыдала, жутко рыдала в 3-м акте после картины, когда вот «Черный лебедь», она дурманит принца, и белый лебедь умирает на озере. Я так ревела, меня успокаивала воспитательница, говорила, это же сказка, она же потом живет, все будет хорошо. Она говорит, вот чем ты будешь в будущем заниматься. Я была очень такая впечатлительная, и я подумала, боже, как это красиво. Вот и все, и так, наверное, вот моя любовь к балету с того момента проявилась. Я тогда не знала, кто такая Лариса Петровна Сахьянова. Я вообще как в Тынде, там такого не было. Когда только во 2 классе мне сказали, что это будет моим педагогом, и что я должна гордиться этим, и я стала на нее смотреть и думать, такая бабушка пожилая, такая балерина. То есть для меня это было, знаете, такое детское восприятие, я немножко не понимала. Я понимала, что это великая женщина, великая балерина, которой все боятся в училище. Но вот в последующем она стала моим педагогом, который вывела меня в большой балет. Так что, может быть, я случайно попала, но я полюбила это искусство.